Добрый день, дорогие друзья, дорогие наши студенты и уважаемые коллеги, профессорско-преподавательский корпус Башкирского государственного педагогического университета имени Мифтахиддина Акмуллы. Сегодня 1 сентября 2020 года, и мы задумали и начинаем новый проект. Новый проект носит название «Цифровой просвет». Свет. Что такое цифровой просвет? Мы постараемся в течение 10-15 минут каждый день доводить до вас интересную информацию. Не ту, которую вы проходите на парах, на занятиях, на лекциях, обсуждаете на семинарских занятиях, а ту, которая необходима, может быть, каждому из вас, вне зависимости от того, учитесь ли вы на физика или на лирика. И сегодня наша первая попытка. Лекторами нашего лектория цифрового просвета будут наши коллеги из университета, лучшие спикеры. Но самое главное, что мы предполагаем, что дальше это будет каждый день, что дальше в этих лекциях в качестве лекторов могут выступать и наши студенты. Для этого нужно, наверное, взять, попробовать себя и найти интересную тему, которая захватит всех вне зависимости от курса или направления обучения студентов нашего университета. Просвет — это лекции про свет. Ибо, как известно, учение — свет. Значит, мы что-то будем говорить интересное, нужное вам в жизни. Просвет, возможно, ликвидирует те пробелы, которые были в вашем образовании и которые вам могут помочь. Просвет, есть у нас у Ахмуллы такие стихотворения, цикл стихотворений «Ахмулла насихаттары», «Просвещение». Поэтому здесь тоже будет просвет от Акмуллинского университета. И сегодня наша первая лекция, которая посвящена цифровой перезагрузке. Начинаем. Итак, цифровая перезагрузка. Вообще, когда мы говорим слово «цифровой», мы зачастую его даже это прилагательное не добавляем. Если раньше мы действительно, это больше относится к старшим коллегам, к тем, кто работает или кто учился в университете лет 10-15, а то и больше назад. Когда мы говорили «цифровая фотография», это было что-то уникальное. Когда мы говорили «цифровое телевидение», все этому очень сильно удивлялись. Сегодня, когда мы с вами говорим «фотография» или «телевидение» или много что иное, мы не употребляем слово «цифровой», ибо цифровой он само собой разумеется. Вот и сегодня мы начинаем нашу лекцию в новой лаборатории нашего университета, в цифровой лаборатории, которую мы назвали «Лаборатория дополненной реальности». В этой лаборатории есть возможность организовывать и проводить лекции по самому последнему слову техники. Когда-то раньше первые дистанционные уроки были, мы стояли напротив видеокамеры и нас записывали, и на этом все. Дальше появилась возможность подгружать какие-то слайды, какие-то картинки. А сегодня, наряду с этим, у нас есть вот эта стеклянная или зеркальная доска, где можно писать и где вы все видите прямо, как оно происходит. Это можно вот так. Это можно делать в прямом эфире, это можно делать и в записи, и это, самое главное, можно делать для всех, чтобы было понятно. Поэтому наша лаборатория дополненной реальности начинает свою работу с лекции по цифровой перезагрузке. Так что же такое цифровизация, о которой все много и постоянно и везде говорят? Если кто не знает, этот термин был придуман в 1995 году Николасом Негропонте. Конечно, с тех времен прошло уже почти четверть века, изменилось очень много. И в первую очередь изменилось само понимание цифровизации. Сегодня цифровизация — это не просто оцифровка чего-то и придание такого электронного контента. Нет. Сегодня цифровизация зашла гораздо дальше формы. Она дошла внутрь практически любого явления. Цифровизация естественным образом дошла и до нас с вами. Мы, к сожалению, вынужденно с апреля месяца занимаемся с вами в удаленном режиме. Опять же таки, почему мы придумали вот этот проект «Цифровой просвет», чтобы хоть как-то сплотить нас друг с другом. Честно говорю, и нам трудно, и преподавателям трудно не видеть глаз студентов, а общаться исключительно через мониторы. И мы очень надеемся, что когда пройдет эта беда под названием коронавирусная пандемия, мы наконец-то сможем увидеть друг друга, обрадоваться друг другу. Мне, как ректору университета, очень не хватает улыбок, энергии и задора молодежи, которая традиционно была и есть в стенах университета. Так вот, наша цифровая реальность. Что мы с ней можем сделать? А сделать мы можем очень много. Задача, которая стоит перед нашей профессурой, чтобы каждый год
выпускники педуниверситета были самыми грамотными в цифровой среде. Для этого мы закупили не только эту лабораторию дополненной реальности, для этого к вашему приходу 1 ноября у нас будет работать целая большая лаборатория, где вы сможете овладеть медиаконтентом, где вы сможете работать в цифровой среде, и вы будете самыми грамотными специалистами в данном направлении. Правда, для вас одно огорчение. На следующий год, кто будет завершать на следующий год университет, они будут еще более грамотными, потому что мы продолжим вкладываться в цифровую образовательную среду. Время показало, что это просто необходимо. Вот цифровизация, она действительно везде. Если вы посмотрите, то многие наши политики, многие наши руководители ведут свои странички в социальных сетях. Это и есть цифровое общение с населением, где поднимаются какие-то вопросы населением, а руководители стараются их решать. Или наоборот, руководители предлагают ряд каких-то проектов. Но вы можете посмотреть Facebook или другие социальные сети, где наши руководители ведут свою страничку и активно общаются с населением. Сегодня это необходимость. Если не делать этого руководителю, эту нишу займут другие. Поэтому это действительно очень важно. Вторая тема. В нашей большой стране, в Российской Федерации, придумали такую штуку. Называется она ЕГИСО. Единая система учета социальных услуг. Она сделана для того, и наш, кстати, регион, Башкортостан, был пилотным регионом по внедрению этой программы. Это сделано для того, чтобы каждого из нас с вами посмотрели и посчитали, и могли помочь оказать социальную помощь. Чтобы действительно никого не забыли, чтобы каждый нуждающийся смог получить то, что государство обязано ему выплатить. На мой взгляд, очень хорошая штука, очень хорошая система. Хотя есть и другие моменты, где-то даже этического характера, где цифровизация, она не очень хорошо выглядит. Например, буквально недавно в одном из американских штатов врач сообщил о смерти своего пациента своим родственникам вот так, посредством телеэфира. Наверное, это не очень красиво и не очень правильно. Или если взять такую большую страну, как Китай. Китай придумал штуку, которая называется оцифровка населения, которая называется оценка социального действия каждого человека. В ближайшее время они планируют, что каждое действие каждого китайца будет оцифровано, и этому дана будет социальная окраска. И плюс к этому либо будут даваться положительные бонусы, либо отниматься отрицательные. Перешли на красный цвет светофора, вам минус в карму. Сделали хорошее дело, вам плюс. Что они этим самым хотят, пока непонятно. Видимо, все-таки 1,5 миллиарда — это очень много, и хотят посмотреть и как-то помочь этим людям жить и работать. И чтобы люди совершали как можно меньше правонарушений, а больше работали на вклад в общество. Хотят отслеживать всех, но за коронавирусом не углядели. И все мы с вами, жертвы уханьского коронавируса, сегодня, к сожалению, еще раз повторяюсь, вынуждены общаться исключительно посредством дистанционного обучения. Хорошо это или плохо? Где-то, наверное, хорошо, но важно не перейти черту, чтобы не получилось так, что каждому из нас с вами вживили какой-нибудь в итоге чип, и мы стали с вами какими-то роботами и киборгами, который бы отражал все наши действия прямо сейчас, прямо в прямом эфире. Вот этого, конечно, нужно избегать. Очень активно применяются цифровые технологии в духовной сфере, в которую можно включить образование, культуру, религию. Сегодня мы с вами очень часто даже слушаем молитвы по интернету или через наши гаджеты. Сегодня, опять же, когда мы говорим телевидение, никто даже представить себе не может, что когда-то телевидение снималось с одного дубля, без компьютерных технологий, без обработки звука и так далее, и так далее. Раньше это действительно было большое искусство, сегодня искусство уже другое. Обработать так, чтобы это было похоже на реальность, на прошлое или на будущее. Так что цифровизация, она действительно везде. Но самое интересное, не знаю, как на это пока реагировать, цифровизация залезает, в кавычках, в самые социальные сферы нашей жизни. Есть такой термин – социализация человека. И вот в социологии принято выделять агентов социализации – первичной, вторичной. И обычно мы говорим, когда говорим про агента социализации, что это в первую очередь семья, друзья, которых ты знаешь, которые во дворе. Когда мы учились, так было. А сегодня самые маленькие дети уже заводят странички в социальных сетях. Самые маленькие дети размещают там какую-то информацию. И самые маленькие дети ждут, как отреагирует на эту информацию непонятно кто. Там ставятся лайки или наоборот. Причем ставят это люди, которые друг друга не знают, которые живут на расстоянии тысяч километров, ни в одной стране могут жить, совсем на разных языках говорить, но они дают оценку друг другу.
И здесь возникает вопрос. Если маленький человек, ну, может, даже постарше, опубликовал какую-то информацию, а, допустим, родители ему говорят, это не очень красиво, это не очень правильно. Но он говорит, ребята, вы говорите некрасиво, а вот 15 миллионов моих подписчиков ставят лайки. Значит, они правы, а вы двое не правы. Может такой вопрос быть? Может, он и возникает. И поэтому действительно любая цифровизация, это все должно быть очень аккуратно, очень тонко и очень понятно. Но еще раз, цифровизация, она входит во все, еще раз говорю, сугубо социальные вопросы нашей с вами жизнедеятельности. Все вы и мы испытали, что такое цифровизация практически в полной мере с 23 марта 2020 года, когда мы с вами перешли на дистанционное образование. Для кого-то это был такой технологический шок, для кого-то это было что-то непонятное, но, смею вас заверить, все наши преподаватели, кто-то чуть быстрее, кто-то чуть медленнее, но в итоге все справились с поставленной перед ними временем задачей. Справились и вы, студенты, но вам было чуть полегче. И сегодня мы с вами продолжаем обучение в дистанционном формате. Мы с вами сдавали уже и экзамены, более того, мы сдавали госэкзамены. Вся приемная кампания университета прошла в дистанционном режиме. Мы привыкаем жить в цифровую эпоху, уже еще раз говорю, сами уже формируем контент изнутри. Так вот, образование. Раньше, когда мы говорили про цифровое образование, мы говорили о МУКах, массовых онлайн-курсах. И для нас это было что-то такое, ну, где-то непонятное, потом более понятное. А сейчас мы понимаем, что это просто где-то даже обыденность. Мы имеем возможность охватить нашими лекциями, нашим материалом очень много людей. И наш проект «Цифровой просвет» направлен на то, чтобы все студенты каждый день слушали, как я уже говорил, научно-популярные лекции на ту или иную тему. Вот оно, цифровое образование. Хорошо это или плохо? Споры на эту тему были всегда. И когда началась пандемия, лагерь тех, кто говорил, что нужно дистанционное образование, и тех, кто придерживается традиционной точки зрения, эти два лагеря между собой практически встали на дыбы, и каждый говорил, вы увидите, что наша точка зрения самая правильная. Прошло полгода, вопросов стало еще больше, а ответов меньше. Как же правильно обучать? Так, как это было много-много лет назад, когда все приходили и садились за парту, или так, как можно это делать сегодня, когда я могу на этой доске вам рассказывать то, что происходит. Наверное, и это самое правильное, на мой взгляд, что техникой, технологией надо пользоваться. Мы действительно можем передать вам миллионы терабайт информации посредством интернета или вот таких видеолекций. Но одного через интернет или через мониторы, через гаджеты мы вам никогда не передадим. И этим отличается настоящий учитель. Настоящий учитель, настоящий преподаватель, настоящий педагог, когда доносит информацию, это не просто робот, который читает что-то подряд или пишет на доске. Настоящий учитель — это тот, кто вкладывает душу и сердце. Тот, кто вас в итоге учит тому же самому. Потому что пройдет совсем немного времени, когда вы переступите порог школы, и к вам будут обращаться по имени и отчеству, и вы будете носить гордое имя учитель. И здесь надо понимать, что терабайтами информации не обойтись. Поэтому самое важное в нашем образовании — это все равно личный контакт. Но, конечно, мы не должны возвращаться к тому, что было, мы должны полностью пользоваться теми технологиями, которые есть у нас сегодня в распоряжении. Еще один момент, который меня немножко беспокоит. Это взаимосвязь между студентами и преподавателями. Есть такое понятие «социальная общность». Так вот, наша социальная общность университета состоит из двух больших частей. Это наши любимые студенты и наши уважаемые преподаватели. И сегодня наши преподаватели и наши студенты, к сожалению, разделены невидимой стеной и общаются посредством средств связи. Сегодня нет вербального общения, сегодня нет единения этих двух больших общностей. И если это продолжится, то об университете, наверное, стоит уже можно подзабыть, потому что тогда уже университет не будет полностью университетом. Здесь не будет студенческого духа и не будет единения. Поэтому очень важно нам с вами соблюдать дисциплину, чтобы 1 ноября мы вышли в очный формат и продолжили обучение, как это было всегда. Вообще,
любая технология, она должна работать на человека. И надо сказать, что цифровизация и образование, и всего-всего, она на самом деле очень нам сильно помогает. Мы сегодня с вами, не выходя из дома, можем заказать не только еду, мы можем заказать одежду и все что угодно. Индивидуальный подход. Сегодня наши абитуриенты, если раньше вы все приносили оригинал своего диплома, то сегодня наши абитуриенты поступали в этом году, сидя дома, нажимая кнопочку согласия, и индивидуальный подход к каждому студенту. Когда мы говорим, что нужно делать интересный контент для лекций, для массовых онлайн-курсов, мы предполагаем, что каждый студент сам будет выбирать то, что ему интересно, и то, что ему важно на данный момент времени. И на самом деле, на мой взгляд, в цифровизации один большой плюс. Там все настроено на каждого конкретного человека, на личность, на индивид, чтобы каждый мог взять из этого большого мира, в том числе и компьютерного, то, что ему интересно. И об этом надо помнить не только продавцам в любых магазинах, об этом важно помнить и нашим лекторам, чтобы донести до вас то, что интересно вам. Кстати, когда вы будете слушать лекции, вы должны, на мой взгляд, найти для себя несколько интересных тем, потому что они будут самые разные. Кто-то может вам рассказывать, как пишется то или иное слово, или как говорится, что не позвонишь, а позвонишь, например. Кто-то будет говорить о том, как себя вести в той или иной ситуации, как одеваться в той или иной ситуации. И это тоже важно, это тоже пригодится в вашей жизни. Кто-то будет вам рассказывать про нанотехнологии простым языком, чтобы действительно было понятно всем гуманитариям, не только техникам, но и гуманитариям и другим нашим ребятам, которые обучаются в университете. И самое главное, проект у нас есть в университете, он называется «Вторая профессия». И все те, кто будут читать вам этот курс лекций, они участвуют в этом проекте «Вторая профессия». И вы сможете, посмотрев одну лекцию, выбрать для себя то направление, которое может быть вам интересно. И во время обучения выбрать еще вторую профессию и обучиться ей. То, что вам поможет. Soft skills, те компетенции, которые сегодня просто необходимы, кроме тех знаний, которые даются у нас в университете. Вообще, если говорить о развитии, то есть такой человек, его зовут Клаус Шваб. Это основатель и президент Всемирного экономического Давосского форума. Так вот, он говорит о том, что мы с вами все находимся на пороге четвертой промышленной революции. Естественно, первая революция была это аграрная. Давно-давно, 10 тысяч лет назад, когда человек начал действительно обрабатывать землю. Это была первая революция. Она аграрная. А если говорить про промышленные, их было 3 этапа на сегодняшний день выделяли. Первая, вторая половина 18 века. У нас с вами появился паровой двигатель. Вторая промышленная революция, конец 19-го, начало 20-го, когда появилось электричество. Третья промышленная революция, это уже конец 20-го, когда появились персональные компьютеры, когда только-только начинался процесс цифровизации. И сегодня четвертая промышленная революция. Чем она отличается? Наверное, тем, в первую очередь, что компьютер сам по себе сегодня, можно сказать, может жить. Никогда до нашего времени компьютер не обыгрывал человека в шахматы. Никогда до нашего времени компьютер не выстраивал нам с вами линию, по какой машине надо проехать по незнакомому городу в объезд всех пробок и в объезд всех ремонтных работ. Сегодня это позволяет. Сегодня понятие искусственный интеллект, оно гораздо сложнее, оно гораздо объемнее, чем мы себе даже можем представить. Математики знают, в школе, может быть, все проходили, помните все правила, что параллельные прямые не пересекаются. Казалось бы, а что тут такого? Это правда, но это в декартовой геометрии. А есть другая геометрия Лобачевского, где параллельные прямые пересекаются. И на мой взгляд, сегодня в развитии человечества наступил именно этот период, когда 2 параллельные прямые, с одной стороны человек, с другой стороны искусственный интеллект. 2 большие системы, они вроде бы существуют друг от друга, но они очень сильно пересекаются, и в дальнейшем их пересечение будет еще больше. Вот в этом, наверное, самое главное отличие четвертой промышленной революции. Что будет двигателем, нашим с вами двигателем вот в эту эпоху? Если внимательно посмотреть по 3 промышленным революциям, то грамотные в истории ребята вспомнят и эпоху просвещения, вспомнят и массовую культуру, которая была присуща 3-й промышленной революции, вспомнят Ренессанс. А сегодня? Что важно сегодня? И
самое приятное, наверное, мне, как представителю социально-гуманитарного блока, что самый заядлый техник, самый упертый экономист, все говорят о том, что в четвертую промышленную революцию будут важны две вещи. Образование и культура, в широком смысле этого слова. А это значит, что нам с вами, дорогие ребята, нужно учиться, учиться и учиться. Это значит, что те компетенции, которые вы сегодня обладаете, на них нельзя останавливаться. Каждый день нужно что-то брать новое. Именно поэтому мы придумали проект «Цифровой просвет». И завершая наше сегодняшнее занятие, оно чуть превысило 15 минут, я прошу меня извинить, хотелось бы вспомнить слова академика Сергея Петровича Капицы. Он их сказал очень давно. Он говорил о том, ну как давно, для вас давно, вас даже, наверное, еще не было на этом белом свете. Он говорил о том, что с учетом того, что на планете Земля с каждым годом все будет все больше и большее количество людей, в одно время человечество может столкнуться с проблемой перенаселения. И мы с вами сегодня это прекрасно видим. Сегодня уже несколько стран перевалили миллиард, а многие к этой цифре приближаются. Когда я учился в школе, нам говорили о том, что на планете Земля 5 миллиардов людей. Это было не так давно. Сегодня говорят о цифре 7 миллиардов людей. Так вот, академик Капица говорил о том, что при перенасыщении людей у человечества два пути развития. Либо стагнация и дальнейший упадок и исчезновение рода человеческого, либо опора на образование, науку и культуру. Я думаю, нам с вами надо идти по второму пути, и надо сделать все, чтобы те возможности, которые дает Акмолинский университет, вы смогли взять в полной мере. Сегодняшнее время еще раз показало, что цифровая образовательная среда – это необходимость. Мы будем учить всех студентов этому. Сегодняшнее время показывает, что бережливое производство, бережливое образование – это просто необходимо для того, чтобы каждый из вас даже дома смог выстроить процессы с наименьшими затратами при большем эффекте. Мы будем этому учить. Сегодняшнее время показывает, что проектное управление – это те навыки, которыми должен владеть каждый, будь то учитель, будь то инженер или представитель другой профессии. Нужно уметь организовывать себя, свое время, свою жизнь. И для этого всего в нашем университете создаются много разных условий. Мы открываем мастерские WorldSkills по последнему слову техники. Мы организуем лаборатории по нано-делам. Мы организуем лаборатории для языковедов, для педагогов, для воспитателей детского садика, для историков, для всех. И это движение будет вперед продолжаться. Поэтому, мои уважаемые коллеги, дорогие друзья, очень надеюсь, что проект «Цифровой просвет», который сегодня начинается, найдет своих слушателей, что наши лекторы будут говорить на очень интересные и, самое главное, жизненно важные темы. Оно может пригодиться вам 2-3 раза в жизни, но вы вспомните, а об этом же говорили тогда, когда мы сидели в 2020 году дома на дистанционке. И очень хочется надеяться, что совсем-совсем скоро мы с вами встретимся. Для этого нам нужно две вещи. Беречь себя, близких и соблюдать те минимальные меры предосторожности, дисциплину, которая позволит нам перейти в обыкновенный традиционный формат обучения с цифровыми технологиями. Итак, цифровая перезагрузка продолжается.